Конкурс на лучший эскизный дизайн-проект благоустройства части Абигуф продолжается. Представить свой проект может любой житель республики. В состав комиссии, которая утвердит дизайн, входит 11 человек. В их числе и первый заместитель председателя правительства Олег Фурсов. Он отметил, нужно сделать все, чтобы историческая достопримечательность вызывала интерес как у наших гостей и туристов, так и у самих местных жителей. Если мы хотим перенаправить туристический поток к нам, и задержать туристов здесь, и задержать экскурсоводов, то каждый элемент вот этого Абигуф, он должен давать пищу экскурсоводу для какой-то лекции. Да? Вот с этой точки зрения история этой женщины, Аби, она крайне интересна. Вот, поэтому там должны быть какие-то элементы, связанные с ее жизнью. Там должны быть элементы, мы говорили, в ограждениях, например, можно указать гербы тейпов, если такие гербы существовали, да? Всего на конкурсе представлено 4 дизайна. Автор одного из них – студент 4-го курса НГУ Рашид Нальгиев. На создание проекта у него ушел месяц. О конкурсе будущий архитектор узнал из социальных сетей. Подал заявку не раздумывая. Говорит, что хочет приложить руку к культурному наследию республики. При создании дизайна Рашид вдохновлялся стилями барокко и готика. В проекте представлен и трон. Трон характеризует демократический выбор. Мы с вами понимаем, что издревле мы народ считаемся, который не имел никогда над собой ни князей, ни царей, ни уж тем более императоров. И все выборы нашего народа принимались на всеобщем голосовании, всеобщем решении наших старцев, которые располагались рядом с храмом Тхаба-Ярды. Именно это я хотел выразить с расположением тронов. Демократический выбор. Абигуф – место, которое играло особую роль в общественно-политической жизни ингушей на протяжении многих веков. В июне 1992 года возле исторического кургана народу объявили о принятии закона об образовании Ингушской республики. В ходе дискуссии комиссия вспомнила и мифы, связанные с личностью Аби, именем которой назван курган. Не все жители знают такие подробности. Согласно преданиям, под этим холмом захоронена женщина-воин Аби, которая смогла защитить свой народ от завоевателей. Изначально кабардинский князь выдвигал 3 вида состязания. На одной из них выбирали подходящую кандидатуру. Ею стала Аби. Этот выбор они объяснили тем, что она смогла поднять буйвола голыми руками с земли. Так она защитила свой народ. Благоустройство этого объекта финансируется за счет грантовой республиканской программы. Глава администрации Назрани Урусхан Евлоев говорит, что для создания дизайна обратились и к историкам. Изменения в эскизы вносят постоянно. Сегодняшняя комиссия не пришла уже к окончательному мнению по этому поводу. Сейчас мы соберем все мнения, и я думаю, уже следующая комиссия определит, как это все будет выглядеть. Помимо Абигуф, Назрани благоустроит еще 8 общественных территорий в рамках грантовой программы. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.